В актовом зале администрации Вурнарского района состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вурнарского района. Очередное заседание оперштаба района прошло в расширенном составе. В нем приняли участие главы администрации городского и сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений района, представители малого бизнеса. Вел заседание глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. На сегодняшнем заседании в первую очередь говорили о ситуации в районе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, о ходе вакцинации населения, о принимаемых мерах в целях предотвращения опасного вируса. Подробнее о ситуации в районе по заболеваемости коронавирусом ознакомил главный врач Центральной районной больницы Сергей Илюткин. Было отмечено, что с самого начала пандемии в районе коронавирусной инфекции всего заболели 1532 человека, в том числе 636 мужчин и 896 женщин. За последнее время увеличилась заболеваемость среди детей от 0 до 17 лет включительно, граждан возрастной категории 30-49 лет и граждан пожилого возраста. С самого начала пандемии под медицинским наблюдением находилось и находится 2778 человек. Главному врачу от участников заседания поступило немало вопросов, связанных с темой вакцинации, на которые были даны подробные разъяснения. Далее в ходе заседания был обсужден вопрос, связанный с внедрением системы считывания QR-кода о вакцинации при посещении объектов социально-культурной сферы, общественного питания и спорта. Приложение для считывания QR-кодов необходимо установить тем организациям, которые будут осуществлять пропуск с новыми требованиями. Глава администрации района Андрей Тихонов, подводя итоги заседания, подчеркнул, что темпы вакцинации необходимо наращивать, потому что ситуация с коронавирусом в районе все же напряженная. Глава администрации района призвал руководителей неукоснительно соблюдать введенные новые ограничения. Соблюдение ограничений в районе будут проверяться на ежедневных рейдах мобильными группами. Ежегодно в начале октября по доброй традиции мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, которые выбрали в своей жизни профессию педагога. Учитель – это не просто профессия. Учитель – это нечто несоизмеримо большее. Это состояние души. Любой профессии можно научиться, но научиться быть учителем невозможно. Учитель – это призвание. Призвание к тому, чтобы передать другому все, что имеешь и умеешь. В Вурнарском районе состоялось праздничное мероприятие, которое объединило сразу два праздника – День учителя и День дошкольного работника. В районном доме культуры собрались учителя, воспитатели, а также ветераны педагогического труда, которые свою жизнь посвятили воспитанию и образованию подрастающего поколения. Следует отметить, что мероприятие состоялось с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, принятых в период распространения коронавирусной инфекции. Все участники торжества имели на руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции. Мероприятие началось с видеопоздравлений, подготовленных коллективами детской школы искусств, детско-юношеской спортивной школы и Дома детского творчества. Затем педагогическое сообщество района приветствовал вокальный ансамбль преподавателей детской школы искусств «Кантилена» песней «Савна Чувашьей». Почетные гости мероприятия обратились с искренними словами поздравлений к педагогическому сообществу района. Они поблагодарили их за самоотверженный труд, преданность профессии, личный вклад в воспитание подрастающего поколения. Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов подчеркнул, что труд педагога неоценим. Андрей Владимирович также с теплом поименно вспомнил своих первых педагогов. После официальных поздравлений началась церемония награждения. Гости мероприятия вначале вручили достойным педагогам отраслевые награды высшего уровня Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие завершилось праздничным концертом кавер-группы «Глянец» города Чебоксары, подарившей всем праздничное настроение.